На протяжении многих столетий территория Великой Степи отличалась мирным сосуществованием многих народов, которые исповедовали разные религии – ислам, христианство, иудаизм и буддизм. С древнейшего времени и до наших дней наша земля через торговлю и культурный обмен выполняет функцию своеобразного связующего звена между Азией и Европой. Она и сейчас является родным домом для представителей многих народов и вероисповедований. Мы с гордостью говорим об уникальном социально-гуманитарном феномене, который нашел отражение в Конституции, начинающейся словами «Мы – народ Казахстана». Религия неразрывно связана с духовным наследием нашего народа. Государство уделяет особое внимание этому вопросу. Создано специальное министерство, которое анализирует проблемы и осуществляет поддержку в этой сфере. Необходимо сохранение и насыщение исторического духовного богатства нашей страны. Патриотизм, любовь к родине, стабильность внутри страны и в регионе – наше будущее. Для этого мы должны работать все вместе. Это одна из наших основных духовных традиций. Мы – огромная по территории страна с богатой духовной историей. У каждого народа, у каждой цивилизации есть своя религия, известная каждому ее представителю. Казахстан, как светское государство, признает историческую роль ислама суннитского толка ханафитского направления и православного христианства в развитии культуры и духовной жизни народа и уважает другие религии, сочетающиеся с духовным наследием народа Казахстана. Ислам – самая распространенная религия среди верующего населения Республики Казахстан, суннитского толка, ханафитского направления, традиционный путь развития ислама. Ханафитского мазхаба придерживались наши отцы и прадеды. Он дошел до нас и до наших дней. Важнейшая миссия духовной модернизации заключается в примирении различных полюсов национального сознания как общества в целом, так и каждого казахстанца. В разные времена люди использовали доверие людей как инструмент для проникновения деструктивных религиозных течений. В результате непросвещенности некоторые молодые люди становятся приверженцами деструктивных религиозных течений. Внешне это выглядит так. Они отпускают длинные бороды, за которыми не ухаживают, подрезают себе брюки. Некоторые казахстанские девушки покрывают себя черными одеяниями. Издревле казахи надевают черную одежду в траурное время. Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждому нашему народу, что будет с государством? Мы проживаем под открытым небом в мирном государстве. Целями деструктивных религиозных организаций являются разделение общества, управление сознанием людей, захват власти. У нас должна быть одна цель, так сказал лидер нации, президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. Определяя основополагающий вектор будущего развития, государство в стратегии «Казахстан-2050» четко обозначило, что Казахстан – светское государство. Любая религия в первую очередь проповедует любовь к людям и сострадание. Она должна объединять и укреплять государство. У независимого Казахстана светлое будущее, единая нация, светское государство, продолжающееся устойчивое развитие. Мы не потерпим тех, кто выступает против наших целей. Это в интересах всего народа Казахстана и его будущего. Без опоры на национально-культурные корни модернизация, соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего народа, невозможна. Наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, литература и свадебные обряды, одним словом, национальный дух должны вечно оставаться с нами. Мудрость Абая, перо Ауэзова, проникновенные строки Джамбула, волшебные звуки Курмангазы, вечный зов Аруаха.
Это только часть нашей духовной культуры. Но модернизация состоит и в том, что ряд архаических и не вписывающихся в глобальный мир привычек и пристрастий нужно оставить в прошлом. Нам нужно вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы стать единой нацией сильных и ответственных людей.